не было неожиданностью. Я даже детали помню всего, как это все, первый день, как это все происходило. У нас сессия должна была быть, где мы должны были обсуждать вопрос о взаимоотношениях между Грузией и Абхазией. Как раз мой брат Тарас Шамба подготовил. Его проект был. Проект, да. И тогда уже разделилась абхазская и грузинская части нашего Верховного Совета. Абхазская часть собиралась, ну, члены президиума, во всяком случае, у Владислава Арзенба в кабинете, там членов президиума, нас, абхазцев, 3 человека. Всего 9 человек было членов президиума. Из них абхазцев было 3. Арзенба, Озган и я. 3 было грузин. И 3 было других национальностей. И вот мы собрались у Владислава Арзенба и обсуждали предстоящую сессию, когда поступил звонок, а тогда у нас на Ахурей стоял пост, потому что это такое место, где пройти невозможно незамеченным. Любое движение мы там могли значит, зафиксировать. И у Владислава Арзенба стояла связь, вертушка с этим Ахуреем. А позвонил телефон, позвонил замглавы администрации Чимчирского района Бадья. И сказал, что наблюдают движение танков по объездной дороге. Но Владислав Григорьевич, поскольку не было информации с Ахурея, говорит, прекратите паниковать. Потому что у нас была информация о том, что грузины могут провести какую-то операцию в Гальском районе против звиадистов, которые захватили тогда Кавсадзе, министра. Министра Кавсадзе захватили, и якобы они его притащили и прячут в Абхазии. И, возможно, Арзенба имел какую-то информацию или предполагал, что, может быть, эти официальные структуры вошли в Гальский район для того, чтобы вот этого освобождать Кавсадзе. Я так предполагаю. И, значит, второй раз, и он набирает вертушку на Ахуре, а там не отвечает. Опять раза 3 позвонил это Бадья, и Владислав ему уже довольно жестко, прекрати панику и так далее, что-то такое. И он уже побоялся звонить Арзенбу, позвонил в приемную. В приемную позвонил, и заходит секретарша Владислава Погорелая. И говорит, Сергей Васильевич, вас Бадья к телефону просит. Сергей вышел, поговорил, возвращается, говорит, слушайте, Бадья говорит, что танки идут, уже очевидно, что танки идут. Оказывается, они уже захватили, туда поехал, когда информация о танках пошла, туда поехал Гургуля, глава администрации, чтобы посмотреть, наткнулся на эту колонну, они его взяли, мы его потом обменивали, захватили его. В заложники взяли. И вот тогда уже насторожились все, эта вертушка не отвечает. Оказывается, этих парней значительную, большую часть повезли в Гальский район, якобы там это самое, обедать в столовую. Оставшихся несколько человек взяли в плен сразу эти. Ну, вопрос, да, вот это первый день войны, кстати, вот помните, вы участвовали в передаче, мы обсуждали, да, вот тогда тоже много интересных вещей сказали, но вот вопрос, Владислав Григорьевич, почему не принимал эту информацию? Я же говорю, ответить на этот вопрос? Ну, это не озвучивалось, но я вот уже сопоставляя все факты, думаю, что все-таки его поставили в известность о том, что войдут какие-то части не дальше, чем в Гальский район, для того, чтобы освободить Кавсадзе. Ну, во всяком случае, мог не поделиться этой информацией с вами? Я не знаю, из каких он источников. С близким окружением. Я, во всяком случае, не знаю.